От имени Министерства физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия и от себя лично разрешите поздравить вас с 10-летним юбилеем нашего прекрасного объекта плавательного бассейна Чолбон. Специально к 5-м международным спортивным играм «Дети Азии» был построен этот объект и сейчас является самым большим и крупным плавательным бассейном нашей республики. За годы работы в плавательном бассейне провели очень много крупных соревнований, такие как городские, региональные, республиканские, всероссийские и даже международные соревнования. Как вы знаете, в 2012 и 2016 году мы провели международные спортивные игры «Дети Азии» на этом объекте. И мы гордимся, что плавательный бассейн сегодня работает во благо развития физической культуры и спорта нашей республики. Работают там люди, которые преданы к своему профессиональной работе. И хочется сегодня пожелать вам здоровья, еще плодотворной работы, благодарности от жителей нашего города Якутска. И, конечно же, чтобы наш объект работал еще долгое время во благо развития спорта и во благо жителей города Якутска. Спасибо, еще раз поздравляю. Чолбон имеет уникальную историю. В 2010 году все крупные спортивные объекты заканчивались проектированием. И это время в городе Москве прошел форум «Россия спортивная держава». И я докладывал подготовку к играм «Дети Азии», о строительстве спортивного объекта, по подготовке и проведению спортивных игр «Дети Азии». И это время, после моего выступления, подошел ко мне представитель фирмы «Миртопола», дилер Санкт-Петербурга, который связь имеет именно итальянской фирмой. И предлагает, что если вы строите стандартный бассейн 50 метров шириной, 10 дорожек, у вас, у меня есть предложение, чтобы построить современный бассейн, надо сделать проект именно связанный с Миртополой. Сейчас такие бассейны строят в Олимпийских играх. Это время проектированием занимался Якутпроект, генеральный директор Андросов
Иван Степанович. И Иван Степановичу подошел, рассказал, он сказал, что мы завершаем проектирование. Если будем менять баню, тогда весь проект надо заново делать. И все-таки сначала отказался, а затем все-таки убедил. И мы пошли в коллектив. Иван Степановичем попросил коллективу переделать именно Чолбон. И сделали, начали они проектирование представителями Миртопола, сносили рынок. Но, конечно, геология и грунт территории была сложная, но несмотря ни на что, строители приступили работу. И за 2 года, к нашему удивлению и удивлению всех строителей, переезжали Минспорта, представители Минспорта проверять и сказали, что в 2011 году мы сказали, что в следующем году мы здесь будем проводить плавание, которое входит в программу «Игры Дети Азии», они не верили. Успехов, удачи, хорошей слаженной работы. Поздравляю с десятилетием. Будут славить Якутию наши пловцы республики. Ширина 25 метров, длина 50 метров, глубина 2 метра 20 сантиметров. Посередке будет стоять стартовая площадка на рельсах. Можно будет регулировать расстояние. Трибуна рассчитана на 1000 мест. Все облагородится, все отделается, будет очень красиво. С той стороны сиденье для пловцов, вот как раз напротив там. И сверху комментаторские для телевидения, радиовещания. Средняя часть здания, все сваи были закрыты у нас грунтом. Выбрали такое техническое решение для того, чтобы поставить башенный кран и монтировать поудобнее наша ферма. Вот. И после Нового года начали грунт вывозить, как по мере монтажа каждой фермы. Сколько там, 3,5 или 4 тысячи кубов земли здесь было. Вот, доблестные таджики наши всю зиму даже 55 градусов мороза работали. Осталось совсем чуть-чуть, последняя плита, где-то кубов 200, наверное, земли осталось. Несущая часть кровли у нас сделана из металлических ферм. Пролет ферм 45 метров. Она у нас двускатная, сверху металлический прогон и профнастил. По профнастилу утеплитель и наплавляемая мягкая кровля будет. В августе меня назначили директором-организатором этого сооружения. И после продолжительной работы в октябре мы открылись для всех посетителей
ну, города Якутска и районов. Да. 2 месяца прошли работы по укреплению штатов. После продолжительных работы с управлением спорта, физической культуры и массового спорта, с Минфином, с Минэкономикой мы утвердили штат 139 штатных единиц. Это для нас был большой успех. Но это благодаря моему боевому первому заместителю Харчевой Ирине Павловне. На каждую штатную мы обоснование, все вот это делали. 139 штатов, это для бассейна очень шикарно было. Первые посетители пришли, слишком много детей, 1500 детей в первый день мы набрали. Поэтому организовали спортивные группы, оздоровительные группы, распределили тренеров. Конечно, очень сложно было в том плане, что в Якутске у нас не было квалифицированных тренеров по плаванию. Работали с Федерацией плавания России в этом направлении, со всеми знакомыми. Благодаря Федерации нашего регионального по плаванию Куслина Андрея Яковлевича мы договорились с 2 тренерами, мастерами спорта. Очень отрадно, что результаты идут, посетителей не сокращается на данный момент. Ну и в конце, конечно, поздравляю весь свой родной коллектив, где проработал около 5 лет директором. Сейчас вот захожу, смотрю, все работают, значит, коллектив состоялся. Поэтому всех благ, чтобы бассейн дальше процветал и служил для оздоровления нашей республики. Торжественная церемония открытия республиканского плавательного бассейна Чолбон. Вступая в этот прекрасный бассейн плавательный, я хотел бы, прежде всего, и всех вас благодарить за поддержку, за понимание. За 10 лет работы плавательного бассейна были подготовлены неплохие спортсмены. 4 мастера спорта, такие как Михаил Никитин, который был призером первенства России, призером Всероссийской спартакиады школьников. Также он был победителем и призером первенства Дальнего Востока. Мастер спорта Носков Никита, который тоже был победителем, призером дальневосточных соревнований. Мастер спорта Адайска Владислав,
который был и победителем, и призером дальневосточных соревнований. Также в этом году он стал призером международных спортивных игр «Дети Азии». Лапшин Алексей, мастер спорта, который был финалистом первенства России. Также был он победителем всероссийских соревнований Medway Challenge. Также было за 10 лет подготовлено немало других хороших спортсменов, 25 кандидатов в мастера спорта. Среди них Настя Ширина, Наташа Гуляева, Даяна и Кюняй Колесовы. Они были победителями и призерами всероссийских соревнований, также Дальневосточного федерального округа. Милева Валерия также была семикратной победительницей Дальнего Востока. Подготовлено было около 80 перворазрядников. Было подготовлено много второразрядников, где-то около 177. Хочется отметить работу молодых тренеров, которые тоже стараются и пытаются достичь каких-то высот. Среди них есть Ходулова Любовь, которая подготовила победительницу и призерку всероссийских соревнований, такие как Medway Challenge, Амурские тигрята и другие, Иванова Наталья, Елистеева Любовь. Хочу поздравить с десятилетием плавательного бассейна «Челбон» всех тренеров, сотрудников плавательного бассейна, спортсменов и пожелать им спортивной удачи и также крепкого здоровья. Начал я свой путь в спорте с 6 лет. Это в плавательном бассейне «Челбон». Там был отбор моих тренеров, это Гринь Виктория Евгеньевна и Лапшин Олег Витальевич. С ними я и начал свой путь. Наша работа составляется в 2 тренировках каждый день. Это утром с 6 утра и вечером с 4 дня. Основные соревнования были это первенство России, резерв России, чемпионат России, юношеская спартакиада и вот недавно вступила первая всероссийская спартакиада сильнейших. Мастера спорта я выполнил год назад, в 2021 году, на чемпионате первенства Дальневосточного федерального округа на дистанции 200 метров на спине. На Детязях я занял 3-е место, выступил довольно-таки успешно. Хочу поблагодарить это всех зрителей, представителей Республики Саха-Якутия за поддержку. Спасибо вам большое, мне она помогла. Плавательный бассейн «Челбон» – самый лучший бассейн не только в Якутии, а вот по Дальнему Востоку, который имеет всероссийский сертификат соответствия и отвечает по всем международным стандартам. Объект построен в 2012 году, и в этом году мы отмечаем 10-летний юбилей. За годы работы бассейна десятки тысяч детей научились плавать по программам по обучению плаванию.
И за эти годы проведены очень много соревнований городского и республиканского уровней, а также региональные, международные и всероссийские соревнования по плаванию. Вот. И в 2018 году была создана республиканская специализированная спортивная школа по плаванию. У нас работает 10 тренеров по плаванию и 3 тренера по настольному теннису. И в 2019 году мы открыли филиал в городе Мирный, и в будущем тоже планируем открыть филиалы в городе Алдан и Мегано-Кангаласском Улусе, село Нижний Бестях. Вот. И пользуясь моментом, я хочу пригласить всех жителей нашей республики. У нас очень много скидок, льгот, например, пенсионерам, инвалидам, студентам, многодетным семьям. Занимайтесь спортом, приходите в наш бассейн Чолбон. Мы за здоровый образ жизни.